Доброе утро. На календаре 20 декабря. Вы смотрите «Утро Якутии», телеканал «Якутия-24» и НВК «Саха». И сегодняшнее утро... Ну, не как вчерашнее. Вчера была только Катерина. А Катерина Винокурова, наконец-то Павел присоединился к нам и обещает быть с нами до конца этой недели. Обещаю. Обещать не значит быть. 11 дней остается до Нового года. Пусть каждый день будет для вас особенно волшебным. И вот это вот приближение чуда вас не покидает. Ну, а мы будем стараться это чувство приближающегося чуда поддерживать, усиливать и каждое утро вместе с вами встречать, конечно же, с хорошим настроением, дарить много новой информации, какой-то полезной, познавательной, просто интересной. И вот о чем мы поговорим сегодня. Холод в квартирах. Куда обращаться и есть ли вообще возможность решить эту проблему? Сегодня в гостях у нас будет специалист Госстройжилнадзора Павел Корнилов. В Петербурге состоялся новогодний заезд Дед Морозов. Расскажем вам об этом в нашем сюжете. А по традиции в нашей рубрике «Говорим правильно». Наша рубрика «Говорим правильно» ждет вас. Также книжная полка и культурные новости. Ну а во второй части нашего эфира у нас в гостях побывает Руслан Васильев, председатель Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Он нам расскажет об итогах проекта «Сохраним памятники». Так что оставайтесь вместе с нами. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал. Вот QR-код вы видите на экране, можете его отсканировать при помощи своего смартфона или просто напрямую зайти в телеграм и в поиске слитно написать «Утро Якутии». Ну а далее давайте узнаем, что ждет нас сегодня за окном. По данным ГИС-Метео, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 40-46 градусов мороза. В заречной группе от 39 до 47. В южных 30-41. В Вилюйской группе от 29 до 40 градусов. В Нижнеленских 35-38. В западных 35-44. В Колымэ-Дигирской группе сегодня температура воздуха днем зафиксирована в Черском +1 градус, а также 32 самая низкая температура в Усть-Нере. В Янских 27-42, на северо-западе 19-28. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 41 градус, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают 43-44 градуса со знаком минус. Ну, в целом, сегодняшний день, что казалось бы, просто вторник, но при должном желании, конечно, каждый день может быть как праздник. Вот сегодня некоторые какие-то памятные дни отмечают в разных странах. Ну, вот, например, день основания в Макао, в Китае, также день куриного Рождества. И вот такое бывает. Поэтому предлагаем вам, конечно же, посмотреть нашу традиционную рубрику «Даты и события» и узнать, какой же день можно сегодня, в принципе, отметить или просто чему можно порадоваться. На календаре 20 декабря. Сегодня отмечают День работников органов безопасности, Международный день солидарности людей. По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого Амвросия, епископа Медиаланского. С этого дня прекращались развлечения и начиналась подготовка к Новому году и Рождеству. Хозяйки занимались уборкой дома, а мужчины резали свиней и домашнюю птицу, готовили соленья и копчености из мяса и рыбы. Молодые девушки садились за рукоделие. Они готовили праздничные наряды, которые помогли бы им привлечь внимание женихов. Мокрый снег в этот день сулит влажное и дождливое лето. События в этот день. Хан Едыгей отступил от стен Москвы. Окончание последнего крупного набега на Русь. Был подписан указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с сентября на 1 января. В США состоялась презентация работы «Лампы накаливания». Инженеры Александр Браун и Джордж Стилман из американского городка в штате Нью-Йорка получили первый патент на пневматические автомобильные шины. Была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В СССР введены трудовые книжки. В 2008 году в Санкт-Петербурге открылась первая станция Фрунзенского радиуса метрополитена – Волковская.
в этот день родились Николай Богданов-Бельский, русский художник-передвижник, академик живописи. Мария Скопцова, русская поэтесса, монахиня, святая. Алексей Баландин, советский химик, основатель Отечественной научной школы в области катализа. Дэвид Джозеф Бом, американский ученый, внесший вклад в квантовую физику, философию, нейропсихологию. Ури Геллер, израильский иллюзионист, экстрасенс и мистификатор. Ким Ки-дук, южнокорейский кинорежиссер. Именины сегодня отмечают Ян, Сергей, Петр, Павел, Нил, Михаил, Лев, Игнат, Иван, Дементий, Григорий, Василий, Антон. Мэр Якутска Евгений Григорьев поручил усилить работу по вопросам обеспечения функционирования теплых остановок. В части асоциальных личностей и бездомных людей в теплых остановках актов вандализма необходимо повысить эффективность соответствующей работы со стороны полиции и государственной социальной службы, предложил мэр. За неделю из теплых остановок за нарушение общественного порядка доставлены в отделение полиции 25 человек в состоянии алкогольного опьянения. Администрация города поручил держать на ежедневном контроле время открытия остановок и санитарное состояние. Ну, кстати, вопрос вот о социальных личностей в теплых остановках поднялся сравнительно недавно, хотя история стара как мир, мне кажется. Тем не менее, ну, понять с какой-то стороны можно. Все-таки холодно на улице, нужно как-то от этого холода укрываться, погреться и так далее. Ну и вообще с приходом холодов в Якутию обострились и проблемы с отоплением в домах у якутян. Все чаще жители жалуются на холод в своих квартирах. Разобраться, кто за что отвечает, нам поможет заместитель руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора республики Павел Корнилов. Павел Валерьянович, доброе утро. Доброе утро. Вот начнем с того, кто же отвечает и какие организации должны обеспечивать комфортную температуру в домах якутян. Действительно, если вдруг в квартире у жителей стало холодно, да, на это могут быть несколько причин. Ну, во-первых, тепло в квартире зависит от того, какой температуры приходит теплоноситель с магистральных сетей до многоквартирного дома. Если он не соответствует нормативным температурам, то это зона ответственности уже ресурсно-снабжающих организаций, таких как Якутэнерго, АО «Теплоэнергия». Бывает так, что теплоноситель в дом заходит нормальной температурой, но все равно в квартирах холодно. Значит, это зона ответственности уже обслуживающей организации или управляющей компании, или ТСЖ, товарищество собственников жилья. Получается, что температура зашла нормальная, и где-то внутри дома в системе она теряется, то есть не доходит до конкретной квартиры. Здесь, значит, надо регулировать систему отопления. Получается, на это тоже могут быть несколько причин. Может быть, сама система изначально была не отрегулирована. Может быть, кто-то из соседей провел у себя ремонт, переустройство, заменил, допустим, металлические трубы на пластиковые, при этом сузил диаметр, и тепло перестало доходить до конечной квартиры. От соседей тоже зависит, да? От соседей зависит. Угу. Бывает еще третий вариант. Допустим, в доме тоже теплоноситель нормальный, но до конкретной квартиры не доходит. Тут уже получается, что батареи, допустим, не прогреваются. На это несколько причин бывает. Может быть, от старости они уже забиты, и, соответственно, они не дают то тепло, которое должны давать. Может быть, люди провели у себя переустройство, заменили на пластиковые, опять, как я сказал, да, диаметр опять что-то там сузили диаметр или поставили какие-то там вентили. И тоже, соответственно, у них стало прохладно. То есть тут, видите, зона ответственности ресурсно-снабжающих организаций, управляющих компаний и самого жильца. Но тут я должен еще сказать, что если перед отопительными приборами стоят отсекающие краны, это зона ответственности жильца, собственника квартиры. Если этих отсекающих задвижек нету, то это общедомовое имущество. Это значит зона ответственности обслуживающей организации. Да. Ну вот как бы извечный вопрос, да, кто виноват, что делать. Если холодно в квартире, с чего стоит начать, куда обратиться жильцу, как начать вот поиск причины? Ну, во-первых, тепло в квартире должно предоставляться бесперебойно. Общая продолжительность отключения тепла должна быть не более 24 часов в месяц. Но если все-таки это произошло, да, то тут надо выяснять, в чем причина.
Как правило, во всех многоквартирных домах есть свои группы, там в WhatsApp или в каких-то других еще группах. Но даже бывает и по подъездам, да, если дом большой, тоже группа. Надо спросить, да, у меня это только холодно, да, или у других соседей тоже, да? Поинтересоваться. Не производил ли кто-нибудь ремонт, да? Может быть, верхние батареи завоздушило, да? То есть сначала надо узнать внутри дома у соседей, да, то есть пообщаться. самим разобраться изначально. Да. Ага. Если там не дало результат, соответственно, надо писать заявку в управляющую компанию, ну или в ТСЖ, да? В этом случае, если холодно в квартире, они должны отреагировать незамедлительно, как говорится. Если уж они не реагируют, тогда обращайтесь, пожалуйста, в Управление государственного строительного жилищного надзора. Ну вот, возможно ли, опять же, если происходило отключение какое-то по вине, может быть, ресурсоснабжающих организаций или обслуживающей организации, возможно ли впоследствии получить жильцам перерасчет? Конечно, конечно. Тут важно иметь в виду, что надо перерасчет предоставлять на основании актов. То есть недопоставку тепла надо заактировать. Если вдруг стало холодно, сразу же надо обращаться, допустим, в обслуживающую организацию, да, сказать, что вот у меня стало дома тепло, зафиксировать время, когда это началось, да, и попросить, чтобы пришли представители управляющей компании, составили акт. Ну, у нас жизнь такая, что бывает, иногда и не приходят, да? Что делать в таком случае? Вы можете составить акт самостоятельно, да, но при этом должно присутствовать не менее 2 независящих от вас граждан, да, допустим, это соседи, прохожие, консьерж или кто-нибудь, да, которые распишутся там, и этот акт тоже будет иметь такую же юридическую силу, да. И вот на основании вот этого акта, да, потом предоставляется этот акт в управляющую компанию. Управляющая компания должна произвести перерасчет. Если они опять отказываются, пожалуйста, обращайтесь в Управление Госстройжилнадзора. Павел Валерьянович, спасибо большое за эту информацию. Мы будем надеяться, никогда ни у кого не появится причина к вам обращаться. Но прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вернемся. Доброе утро, вы смотрите новости. Глава республики Айсан Николаев во время послания Госсобранию Илтумен поручил продлить инициативу по вручению целевого капитала «Дети столетия» на 5 лет. Целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей выдают детям, рожденным или усыновленным с 1 января 2022 года. Средства могут направить на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, получение образования ребенком и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Капитал также можно направить на размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребенка, семейный отдых в России, страхование жизни и здоровья ребенка. Дети, рожденные в начале 2-го столетия нашей республики, будут иметь право на этот капитал. Чтобы еще раз подчеркнуть уважение к материнскому подвигу, я предлагаю предусмотреть к знаку «Высшая благодарность матери» единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Этот почетный знак также станет основанием для присвоения звания «Ветеран труда» в Республике Саха-Якутия. Звание «Ветеран труда» будет также присваиваться всем женщинам, награжденным государственными наградами «Мать-героиня», «Материнская слава» 1, 2, 3 степеней, матерям, родившим 4 и более детей и проживающим в арктических районах республики. Трудовой стаж для получения звания «Ветеран труда» будет сокращен с 20 до 10 лет. Также во время послания глава объявил 2023 годом труда. Он назвал повышение престижа человека труда главной задачей на предстоящие годы и инициировал учреждение 50 ежегодных премий по 250 тысяч рублей за высокие трудовые результаты. Получателей специальных премий объявят 1 мая в праздник весны и труда.
В год труда мы укрепим в обществе отношение к своему труду как к благу, которое меняет жизнь к лучшему, дает опору для будущего. Поднимем уважение к труду всеми мерами моральных и практических стимулов. Будем добиваться высокого профессионализма, производительности труда на каждом рабочем месте. Время работы спустя рукава ушло в прошлое. Повышение компетенции, непрерывное обучение в течение всей жизни должно стать нормой для каждого из нас. Именно сейчас, как никогда, надо ценить труд. И во всех аспектах трудовых отношений ключевым принципом должна быть справедливость. В Якутии завершено проектирование основного этапа строительства Ленского моста. Полностью завершены подготовительные работы на левом берегу реки Лены для строительства мостового перехода. На данный момент идет согласование для загрузки на государственную экспертизу. Как сообщил глава республики, с учетом новых реалий пересмотрена проектная документация моста для оптимизации затрат, замены материалов и оборудования на отечественные и из дружественных стран. Строительство Ленского моста – это вопрос прямой эффективности огромных инвестиций, вложенных за многие годы в транспортную инфраструктуру северо-востока России. Проект включен в 5-летний план дорожной деятельности страны. Арктический институт культуры и искусств определен центром подготовки кадров креативных индустрий. ВУЗ постоянно обновляет, разрабатывает и внедряет новые программы образования с учетом потребностей рынка региона. Это также обозначил в своем послании депутатам глава республики Айсен Николаев. Ядром экосистемы инноваций, по словам главы, является технопарк Якутия. Арктический институт культуры и искусств стал единственным в Якутии вузом, получателем грантов по специальному треку государственной программы «Приоритет 2030 Дальний Восток», которая направлена на формирование пула университетов, лидеров в создании новых научных знаний, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Ну а мы продолжаем. В Ленинградской области в минувшую субботу состоялся заезд Дедов Морозов со склонов всероссийского курорта Игора. Более подробно расскажем в следующем материале. На кадрах можно увидеть, как участники проходят инструктаж и спускаются с горы на лыжах и сноубордах. Новогодние экстремалы бесплатно получили костюмы и ски-пас на 6 спусков. Очень круто то, что все это придумали, так запарились, купили всем костюмы, сделали всем спуски. Все это снимают, очень весело, очень круто. Участники очень рады, что в преддверии Нового года горнолыжный курорт организовала такое мероприятие. Классное массовое мероприятие. Вообще мне очень понравилось. Мы собрались с друзьями и переоделись Дедом Морозом. Всех с наступающим Новым годом. Присоединяйтесь к нам в следующем году, будет здорово. Это был крутой заезд. Я первый раз на таком мероприятии. Вообще у меня просто столько эмоций. Меня друзья пригласили, вот они до этого говорили, вообще все очень здорово, классно, такое мероприятие, столько конкурсов проводится, спуски, мы даже 2 раза спускались, 1 раз с одной горы, 2-й раз с другой, вообще это очень классно, мне очень понравилось. Всех с Новым годом, ура! Но организаторы заезда надеются, что мероприятие на склоне станет традиционным. Мы не ожидали, что среди нашей аудитории будут люди, которые любят горнолыжные горные лыжи, сноуборды, но вы сами видите, то есть люди в восторге, и им это нравится, то есть мы точно с Егорой в следующем году проведем, но уже не на это количество, а на в десятки раз больше. В первом спуске Дедов Морозов на Егоре участвовали 54 человека. В следующем году организаторы рассчитывают собрать в десятки раз больше людей. Всероссийский конкурс «Мастерская Деда Мороза» запустил красногорский филиал Музея Победы. Якутянам предлагают создать своими руками игрушки, стилизованные под елочные украшения военного и послевоенного времени или посвященные победе в Великой Отечественной войне. Главной целью конкурса является повышение роли семьи в патриотическом и эстетическом воспитании детей и подростков, поддержание интереса к отечественной истории, культуре и духовно-нравственным традициям нашего народа,
отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко. Поделку можно принести в музей, отправить по почте или прислать фотографии самой игрушки и процесса ее изготовления. Присланные и принесенные игрушки украсят новогоднюю елку в Красногорском филиале Музея Победы. Жюри выберет лучшие работы, оценивая креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность работы. Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители – дипломы и памятные сувениры. Вот, кстати, у меня дома еще есть вот игрушечки еще советского времени. Сохранились, вот да? эти. Ну, несколько штучек есть, мы периодически их даже на елку вывешиваем. Это же уже такая редкость. И я думаю, очень важно сохранить и оставить их своим детям, а потом и внукам. Да. Ну, еще стоит учитывать, что нынче игрушки все, они больше делаются из пластика, ну, такого, да, похожего на стекло, имитация стекла, а старые игрушки все-таки делались из настоящего стекла. Хрупкого причем очень. Очень хрупкого, что как бы добавляет особого шарма, особой какой-то романтики, вот этой новогодней, Да, и осторожно нужно вешать. Да, и вот правильно говорят, что именно в советских игрушках вот есть эта какая-то душа. Настоящий своя. Новый год. Да. И, кстати, да, ты правильно сказал, нужно аккуратно с ними их аккуратно с ними обращаться, иначе да. Иначе и хранить могут тоже очень нужно правильно. Каждую, я помню, как в детстве каждую бумагу заворачивали в газеты, да. Ну, говоря про украшение главного символа Нового года, елки, в центре Мелитополя на площади Победы установили главную новогоднюю ель города. На кадрах можно увидеть, как работники украшают символ праздника игрушками. Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вступлении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Что ж, а традиционного фейерверка на площади Ленина в Якутске в новогоднюю ночь не будет. Такое заявление сделал на планерке мэр Якутска Евгений Григорьев. Напомним, что ранее в Якутии были отменены все крупные новогодние мероприятия в общественных местах, кроме с участием детей. О решении сообщили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике под руководством главы Якутии Эсена Николаева. Евгением Григорьевым также поручено провести комплекс мероприятий по профилактике и предостережению возникновения чрезвычайных ситуаций в новогодние каникулы. И, кстати говоря, про отмену фейерверков, возможно, наконец-то и пришло время пересмотреть все фейерверки, снятые когда-то на телефон, потому что, насколько мы понимаем, что никто никогда не смотрит это видео, а теперь время пришло. Ну а тем временем нам сообщают, что актированные дни объявили сегодня для учащихся с 1 по 5 классы. Так что, если вы еще не успели, да, одеть ребенка, отправить его в школу, то прислушайтесь, да. Почему-то в этот момент всегда представляется эта картина ребенка, которого уже отправили в школу, и на полпути объявляется актированный день. Вытолкали из квартиры. Да. И как бы что делать? Он доходит до школы. Бывали такие случаи. Кстати, да, потом возвращается. Потом он возвращается или звонит учитель, просит: соберите, пожалуйста, ребенка. Ну, а мы продолжаем новогоднюю тему. Какие вообще есть традиции на Новый год? Вот об этом нам расскажут наши юные ораторы, а конкретно учащиеся 2 А-класса школы номер 17. Новый год в нашей семье принято встречать дома, в кругу дорогих и близких людей. Накануне Нового года мы начинаем готовиться к празднованию, украшаем нашу елку и комнаты гирляндами, игрушками и мишурой. Достаем праздничную скатерть и посуду. Новый год – это самый любимый и главный праздник нашей семьи. Мы ждем его не с терпением. И подготавливаем елку 31 декабря. Мы уже написали письмо Деду Морозу с сестрой и братьями. Мама салаты делает,
Папа рыбу жарит иногда. Мы накрываем на стол, чтобы угостить гостей. Наряжаем красиво елку, украшаем гирляндами весь дом. И мы помогаем маме печь торт. Мы иногда смотрим всей семьей кино какое-нибудь. Пишем письма вместе, что хотим получить на Новый год. И ложим под елку. На втором этаже мы ставим поддельную елку, но чтобы было красиво тоже. А на первом этаже настоящую большую. Мы приглашаем бабушек, дедушек, друзей, чтобы справить все вместе Новый год. Что бы ты хотел пожелать людям на Новый год? Чтобы они хорошо жили, всегда влюблялись, и чтобы у них в жизни все было хорошо, и чтобы на Новый год они получили хорошие подарки. Быть здоровыми, чтобы никакие кости у них не ломались, чтобы они как-то долго жили. Желаю людям настроения, чтобы они никогда не грустили. Чтобы он был самым счастливым, самым хорошим и самым запоминающим, чем этот. Чтоб никто ни с кем не ссорился. Чтобы все жили дружно, чтобы у всех были друзья. Почему же Новый год очень любят дети? А потому что он несет радость планете. Потому что чудеса рядом с ним гуляет. В то, что сбудется мечта, верит, помогают. Ну а каждый вторник мы традиционно вместе с вами учимся правильно говорить. Наши рубрики традиционные «Говорим правильно». И сегодня будем разбирать такое слово, которое многие используют – «забубенить». Что же все-таки на самом деле оно означает? Доброе утро, дорогие телезрители! В разговорной речи, в неофициальной речи, о человеке буйном, беззаботном мы можем сказать «забубенный». А о крепком вине или о крепком табаке можно сказать «забубенистый». Эти прилагательные образованы от очень интересного глагола «забубенить» или «бубенить». Этот глагол, конечно, он не литературный, он разговорный и имеет значение делать что-то с размахом, ярко, эффективно. А в словаре Владимира Ивановича Даля он еще и имеет такое значение, как трезвонить по городу, распускать вести. Кроме того, у этого глагола есть очень интересные значения, которые появляются только в определенной территории. Так псковичи говорят, употребляют такой глагол для того, чтобы обозначить заговорить. А жители Твери или Ржева прокиснуть или кварквасить. Такие территориальные различия в значении называются диалектными. Давайте говорить правильно. А в нашей рубрике «Книжная полка» сегодня мы расскажем о первой якутской опере «Нюргун Ботур». Доброе утро! Сегодня мы бы хотели рассказать о выставке рукописных материалов и книг, посвященной первой якутской опере «Нюргун Ботур». В 1940 году первый якутский композитор Март Николаевич Жирков создал музыкальную драму на основе героического эпоса Олонхо «Жолурьер Нюргун Ботур». Либретто было записано известным писателем Дмитрием Коновичем Сивцевым Соруном Амаллоном. После успеха музыкальной драмы Март Николаевич задумал создать оперу и в творческом содружестве с известным композитором, профессором Московской консерватории имени Чайковского Генрихом Ильичем Литинским была создана эта опера. И впервые 25 июня 1947 года опера была показана в музыкальном театре и прошла с большим успехом. Самая большая работа была выполнена Генрихом Ильичем Литинским во второй редакции.
1956 года перед показом оперы на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко в дни празднования вечеров якутского искусства и литературы в Москве в связи с 325-летием вхождения Якутии в состав российского государства. Третьей и четвертой редакциях оперы значительно сокращены разговорные диалоги и картины, связанные с Нижним миром. Перед вами пример рукописного материала редакции 1975 года. Это песня отрицательного персонажа Кыс-Кыс Кайдан, также песня одного из главных персонажей Туяры Мыко и народа. В рамках издания «Собрание сочинений» Марка Николаевича Жиркова в 2020 году была издана эта книга, второй том «Ниргун Батур». Это клавир оперы в 4 действиях и 6 картинах. Составители кандидат искусствоведения, музыковед Татьяна Владимировна Борисова-Павлова и композитор Кирилл Афанасьевич Герасимов. Впервые эта книга была издана на языке оригинала. Подробнее об этой книге и рукописных материалах вы можете ознакомиться в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. Вот говоря, кстати, про Национальную библиотеку республики, там подвели итоги научно-практической конференции «Грибановские чтения». Более подробно об итогах нам расскажет Галина Кутугова. С 14 по 16 декабря в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия состоялась научно-практическая конференция «Грибановские чтения» с международным участием. И сегодня мы расскажем, что интересного произошло в рамках этой конференции. Мероприятие собрало более 120 участников из 30 регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Омска, Монголии, Республики Казахстан и других стран. Одним из участников стала специалист из Республики Тыва. Надо ездить по регионам, по России, перенимать опыт и развиваться. Грибановские чтения для меня это как бы стал компасом в дальнейшем развитии. И для меня он открыл новые горизонты в своей профессиональной деятельности. И Якутия меня поразила тем, что, несмотря на вечную мерзлоту, якутяне, они душевно очень теплые, позитивные люди, и эта мерзлота бессильна перед вашим душевным теплом. Трехдневная работа конференции завершилась итоговым заседанием, на котором прошло награждение призеров 14-го республиканского конкурса научных работ среди специалистов библиотек. Самое масштабное научное мероприятие в области библиотечного дела республики собрало вокруг себя специалистов книжной отрасли и сферы науки, которые обсудили ключевые проблемы современного развития библиотечно-информационной деятельности, а именно цифровой трансформации библиотек, развития информационных процессов и библиографии, инфраструктуры чтения и историко-культурных исследований по сохранению культурного наследия коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Галина Кутугутова, Михаил Соловьев, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Что ж, а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Слово передаем Валерии Наумовой. Вы смотрите новости. Доброе утро. В Верхневилюйском Улусе на днях состоялось открытие 3 социальных объектов в селах Кырыкы и Магаз. Невзирая в свою отдаленность от центра Улуса и отсутствием круглогодичных дорог на слега Кырыкы и Магаз в этом году ввели жизненно важные социальные объекты. Это культурно-спортивный комплекс, фельдшерско-акушерский пункт и полностью оснащенный в каменном здании детский сад на 35 мест. В один день, несмотря на расстояние, делегация правительства республики посетила оба наслега и приняла участие в торжественном открытии. Все объекты были сданы вовремя и без нареканий. В этом году мы вводим 13 объектов капитального строительства во многих муниципальных образованиях. И это очень отрадно. Сюда входят не только детский сад и культурно-спортивные, но и образовательные учреждения, благоустройство, линии электропередачи, летние водопроводы и многие-многие объекты для развития сельского поселения.
В Москве провели традиционные николаевские чтения. Это ежегодная научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых и преподавателей, аспирантов и студентов. Вдохновителем подобных встреч является первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев. В этом году главной темой стало развитие человеческого капитала, наших знаний, навыков, умений и способностей. С их помощью молодое поколение будет успешно создавать личное, социальное и экономическое благополучие. В конференции приняли участие десятки студентов и ученых. Все они представляли свои проекты и получили обратную связь от экспертов. В приближении новогодних праздников с сегодняшнего дня в республике началась противопожарная операция «С Новым годом». В ходе специального мероприятия инструкторы противопожарной службы проверяют детские учреждения и усиливают профилактические беседы. Инструктор Сардана Сосина провела классный час в Хатасской школе и объяснила ребятам, как правильно использовать пиротехнику во время праздника. Сейчас в Хатасской школе обучается более 1000 детей. Пожарная сигнализация и видеокамеры установлены в классах и коридорах. Размещены планы эвакуации, таблички имеются и противопожарные огнетушители. Школьники и учителя готовятся к Новому году. Детские утренники и бал-маскарад проведут в школе 27 и 28 декабря. У нас с 19 числа началась операция «Новый год» по 9 января. Ну, в требованиях украшения, вот, например, елку как украсить, мы тоже обговариваем. Предупреждаем то, что ватой нельзя украсить, бумагой, например, украсить. Гирлянды сертифицированные должны быть, но не обязательно, чтобы оно присутствовало. Каждая организация делает график дежурств. В Намском Улусе завершается год Максима Амосова. В этот юбилейный год проведены работы по увековечиванию памяти выдающегося государственного и политического деятеля Максима Амосова. Одной из них является капитальный ремонт реэкспозиции Музея истории и государственности Республики Саха-Якутия в селе Хатырык. Средства на проведение капитального ремонта выделены из государственного бюджета республики. Работники привели в порядок фасад, реконструировали крышу с учетом ее сложности, покрасили стены, обновлена экспозиция музея. Отметим, что данный музей – один из ведущих учреждений культуры республики. Ну, самое основное изменение – это изменение в историческом плане, освещение всех деятелей нашей республики к столетию республики. И, конечно, было обновлено оборудование, это новые мультимедийные тачскрины появились, у нас 3 единицы. Особенно это направлено в сторону молодежи. Поэтому, воспользуясь случаем, я бы хотел пригласить молодежь в наш музей. На этом все. Хорошего дня. Спасибо нашим коллегам. Но мы продолжаем наш эфир. Сейчас поговорим о реализации регионального проекта «Сохраним памятники», организатором которого является Департамент Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия. И сегодня у нас в гостях Руслан Васильев, председатель Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И доброе утро. И доброе утро, конечно. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста, Руслан Васильевич, проект «Сохраним памятники» завершается. Вообще, когда он стартовал, какие итоги, какие объекты были отремонтированы? Ну да, тут, конечно, вот к этой дате, к столетию нашей республики, этим проектом стали заниматься с 2019 года, предварительно, чтобы здесь вот к этому времени, да, к юбилейному событию был какой-то определенный итог. Конечно, по республике сделано очень много памятников, отреставрировано объектов культурного наследия. Но, скажем, именно по этому проекту, это когда люди сами вкладывают свои личные средства, да, не бюджетные, это очень важно, было отремонтировано, восстановлено около 40 памятников. Да, вот 40 памятников. Это, в общем-то, случай такой уникальный, тем более, что вот мы вот 8 ноября были в Москве там, да, вот, и открывали выставку в нашем Поспрессе, фотовыставку, и в Центральном совете ВАЙПИК, да, вот такие 2 выставки. И когда мы там рассказывали, показывали, в общем-то, для российской общественности, вот, кто занимается сохранением объектов культурного наследия, это, в общем-то, уникальный случай, да, и многие наши отделения в ВАЙПИК именно берут это на вооружение, да, поэтому
хотелось бы, чтобы вот эта именно планка сохранялась, да, и, скажем, не только, скажем, такие памятники небольшие, как делались, как памятники воинам гражданской войны, Великой Отечественной войны, но и, скажем, такие серьезные объекты, именно объекты культурного наследия. Это, вот, скажем, самая первая была у нас отреставрирована уже, это объект культурного наследия, это мельница Топчанка, да? А это были, скажем, вложены средства семьи Арсения Сергеевича Николаева, нашего главы республики. Он задал тон этому движению, и, скажем, вот это такой серьезный, следующий такой серьезный объект, да, это восьмигранная юрта, да, вот, юрта Балаган, который уже была отреставрирована силами работников налоговой инспекции. Вот они вложили свою заработную плату, и этот объект сегодня радует глаз. Да? И много таких вот уже объектов серьезных, которые были восстановлены именно этим движением. Но если сказать, что сделано и при помощи бюджета, скажем, да, федерального бюджета, республиканского бюджета, то, скажем, такие крупные объекты, как вот областное казначейство наше. Да, это, в общем-то, уникальное такое здание. Сегодня там выставка западноевропейского искусства, каждый может прийти, окунуться. И вот, между прочим, когда мы были в Москве, а ведь, скажем, если постпредствие, это больше как бы политический такой акт, да, представляю. А вот в Центральном совете ЕВАИПИК, а там же смотрели именно профессионалы, реставраторы. И для нас была важна оценка их работы, потому что у нас все-таки реставрационное дело, оно как бы молодое. Да, ну вот в принципе не так развито, делает первые шаги. Очень важно определить себя, где же мы находимся. И в этом плане, когда мы посмотрели и оценили, в общем-то, наши реставраторы, я скажу, на очень даже серьезном уровне. Да? Да. И мы даже договорились там, чтобы наши ребята могли поехать именно в Саратов посмотреть, как реставрируется деревянный дом, так профессионалы делают. И вот наши съездили, реставраторы посмотрели, ну, в принципе, мы тоже неплохо Нам по силам такое. Да, поэтому это радует. Руслан Васильевич, ну вы сказали, вот, что 40 объектов, да, удалось восстановить. А есть ли такие объекты, которые все-таки не подлежат восстановлению? Вот жалко, что да, не конечно. Вот это, вот вы задали такой болезненный вопрос, потому что все-таки у нас в основном это деревянные объекты. И они, конечно, разрушаются от времени. Скажем, далеко ходить не надо. Вот город Якутск наш, да, вот мы сейчас работаем очень активно по сохранению заложной части нашего города, да. А там ведь есть объект культурного наследия, это дом Чапалова. Адрес улица Чапалова, 5, да. Это объект культурного наследия, который, в общем-то, охраняется государством. Но он сегодня в плачевном состоянии. Да, он разрушается. И мы, если не предпримем какие-то шаги, это в этом плане я обращаюсь к городу Якутск, потому что это объект городской, это дом муниципальный. Да, они должны сделать все, чтобы этот дом был отреставрирован и стоял достойно на этой территории. И это не только один. Там, скажем, вот буквально 9 ноября вышел такой указ президента нашей страны о государственной политике по сохранению духовно-нравственных, ну, такие условно-нравственных наших понятий, да? И там как раз что такое наши нравственные понятия, такие традиции, да? И там прямо указано патриотизм, сохранение исторической памяти, да, и преемственность поколений. И вот в этом плане, скажем, сегодня мы знаем, что город Якутск во время работы, во время Великой Отечественной войны, да, внесли огромный вклад, и они имеют сегодня звание город трудовой доблести. Да? А это ведь благодаря тому, что в основном, что у нас в городе Якутске был штаб авиационной дивизии, которая занималась переброской самолетов по Алсибу. Это была секретная трасса, и, к сожалению, в городе Якутске сохранился только один дом. И он сегодня тоже разрушается. А ведь как раз самое время вот этот дом восстановить, отреставрировать, да, это именно объект, построенный для победы. Да, и там организовать музей. Якутск – город трудовой доблести. Это было бы здорово, и дань по нашим поколениям. Да, и символично очень.
Да. Вот говоря про то, что люди вкладывают личные средства в работу, восстановление, есть и те, кто вкладывает личные силы. Я, насколько знаю, мы очень много уже волонтеров становится, как правильно называют вас, вот, проходят Маунфест, выезжают ребята что-то делать. Можете рассказать вот об этой работе? Да, конечно, вот как раз мы занимаемся, вот мы параллельно работаем, да, скажем, департамент, у него проект «Сохраним памятники», а вот у нашей общественной организации это Сорона Маунфест. Да? И вот здесь, конечно, очень большую работу помогают нам волонтеры. Да, вот мы в Черкехе работали, дом Трощанского восстановили, именно волонтерским движением таким. Да. Тут, кстати, нам очень здорово помогли организация как «Водоканал». Они нам предоставили автобус, там все, увезли туда, привезли. Да. Это очень, очень важно, когда в это движение начинаются включаться и организации, да, они с какими-то материальными мощностями своими, финансовыми возможностями, помогают волонтерам. А волонтеры, они работают, они же вот именно такой порыв духовный, сохранить, это работают. И мы провели вот за это время, в течение вот этих 3 лет, 2 школы волонтеров наследия. Потому что это очень специфическая работа, можно ведь и разрушить, скажем, это деревянное хрупкое изделие. Неаккуратным движением. Да. Поэтому мы дали основы, как работать с кирпичом, с деревом, да, с железом. Да, вот такие основы. Это очень важно. Поэтому волонтеры, стараемся их готовить, чтобы они были подготовлены в этом направлении. И вот много помогает в этом направлении нам и телевидение. Наше якутское телевидение НВК Саха. Вот мы провели уже 2 телемарафона, да, вот на ваших площадках. И вот первый мы провели в позапрошлом году, когда собирали средства на реставрацию башни Пономарева. Или, как принято говорить, это вот башня Манчары. Да? Вот были большие средства собраны, там где-то 1 миллион с лишним. И вот на эти деньги полностью этот объект восстановлен. А в прошлом году, вернее, весной этого года, мы провели телемарафон имели уже на 2 объекта. Это в городе Якутске один, на Чернышевска 26, а он интересен тем, что это постройки дореволюционные, но там в 50-е годы жил наш народный писатель, да, это Дмитрий Иконович Сорона-Малон. И этот объект уже восстанавливает ВАПИК своими силами на те средства, которые собраны. И следующий объект – это дом головы Байгантайского улуса, это Савы Егорова. Это в Усть-Алданском улусе. И там работы тоже начинаются. И я думаю, что вот в этом году вот эти 2 объекта будут завершены за счет именно народных средств. Да. Силами каждого из нас мы можем, да, сохранить. Конечно. Внести свой вклад в сохранение наследия, потому что это же нужно передавать все-таки. Конечно. Дальше, следующему поколению. Да, я бы хотел еще добавить, да, здесь, вот, чтобы должна быть такая тенденция сохранять эти объекты не ради того, чтобы они были сохранены, а главная задача их как бы ввести в оборот, да, придать новый динамизм такой, да. А этого может способствовать только вот наша отрасль, это туристическая отрасль. Чтобы объекты были-то интересны для туристов, там, да, чтобы, не обязательно, скажем, которые приезжают из-за пределов нашей республики, и для развития нашего внутреннего туризма, потому что человек должен знать свою историю, правильно, да? Вот, чтобы был настоящий патриот, да, чтобы он должен начинать знать историю своего рода, да, историю своего населенного пункта, историю района, историю нашей республики, дальше историю России. Тогда действительно это будет патриот, который знает, за что он стоит и что он защищает. И очень важно в этом плане и сохранение нашей материальной культуры на уровне из духовной, да. И не зря, вот, скажем, в этом последнем указе Владимира Владимировича Путина там прямо указано приоритет духовного над материальным. Это, в принципе, задан очень как бы серьезный тренд, потому что у нас же как всегда было, бизнес решает все. У нас всегда была экономика впереди вот до этого. А вот с принятием этого указа маленько духовное, да, начало наше, оно как бы начинает идти вперед.
Да. На передний план должно выйти. Такие очень важные, правильные слова, Да. Руслан Васильевич. Спасибо вам большое Да, за это. желаем еще больше более продуктивно работать именно по направлению сохранения нашей истории и все, что может эту историю дальше передать нашим Ждем потомкам. вас снова с хорошими новостями. Спасибо. И мы знаем, что вы обязательно придете, и мы будем вас ждать. Ну а мы об итогах диктанта Алан-Хо и о других не менее важных культурных мероприятиях узнаем сейчас из рубрики «Культурные новости». Доброе утро! С вами «Культурные новости». Коротко о мероприятиях и о главных событиях в культурной жизни нашей республики. В Якутии подведены итоги акции «Диктант Алан-Хо». Всего в библиотеках республики «Диктант Алан-Хо» написали 5555 человек. Из них на отлично написали более 1000 участников. Всем участникам были выданы сертификаты об участии. Лучшие муниципальные образования с наибольшим количеством отличников будут награждены чаронами победителя. В этом году «Диктант Алан-Хо» впервые был проведен на 2 языках – якутском и русском. Впервые акция «Диктант Алан-Хо» состоялась в 2019 году. В ней приняли участие более 9000 человек из Якутска и 28 районов нашей республики. Полнометражный художественный фильм «Не хороните меня без Ивана» в якутской версии «Керене Көрбют» выйдет в широкий прокат 22 декабря 2022 года. Предпремьерный показ фильма состоялся 5 декабря на кинофестивале «Зимний» в Москве. Фильм основан на реальных событиях и переносит зрителя в Якутию в 2010 год. Это история художника Ивана Попова и его друга Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна и чуть не был похоронен заживо. Односельчане стали считать воскресшего из мертвых Бересекова нечистью и сторонились его. Чтобы не оказаться вновь под угрозой погребения, Бересеков отправляется следом за Поповым в продолжительную этнографическую экспедицию. Студенты Арктического государственного института культуры собрали богатый урожай второй премии исполнительского искусства «Фолк-звезда», которая прошла в городе Нижний Новгород с 1 по 4 декабря. Студенческий фольклорный ансамбль «Долун» стал абсолютным победителем конкурса в номинации «Лучший вокальный коллектив». Студенческий народный ансамбль «Ар-Артек» стал абсолютным победителем в номинации «Лучший фольклорный коллектив». Студент 2-го курса Алгибаяр Нямжав завоевал звание «Абсолютный победитель фолк-звезда» в номинации «Лучший солист». В конкурсе приняли участие около 300 исполнителей народных танцев, песен, музыки и фольклора из Якутии, Самары, Красноярского края, Нижегородской, Свердловской, Ленинградской областей, Индии и Монголии. В Доме художников открылась выставка «Магия лоскутных ритмов» народного мастера Республики Саха-Якутия Ульяны Мироновой. В экспозиции представлены традиционные женские ремесла, шитье национальных костюмов, повседневной и праздничной одежды, вышивка нитками и бисером, обработка и выделка шкур животных, плетение из конского волоса, головных уборов и дейбирь, шитье из бересты. Заметное место на выставке занимают комплекты конского убранства, декоративные полотна, полная гармония красок природы родного края. Выставка будет работать для посетителей со 2 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Доме художника. На этом наш выпуск завершается. Всем удачной, плодотворной рабочей недели. До новых встреч! Состоялась
состоялась презентация книги «Легёй Тойон», посвященной 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Книга повествует о жизни одного из видных деятелей средневековой истории якутов, лидера барагонской устной элиты Легёя, известного в русских документах 17 века как Легёй Амыканов. Организаторами презентации выступили администрация Усть-Алданского улуса, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Соран, а также музейный комплекс «Россия. Моя история». Главная особенность моей книги заключается в том, что в основном до этого все наши знания в основном опирались на фольклорные материалы. Ну, в основном это такие расхожие были представления, а вот главная особенность моей книги – это все-таки архивный материал. То есть то, как он запечатлелся вот на страницах русских документов. И поэтому я думаю, что вот это главная отличительная особенность этой книги. Ну а на этом наш эфир подходит к концу. Не забывайте завтра включать свои телевизоры в 7 часов утра и встречать утро в Якутии вместе с нами. Хорошего вторника, до завтра.